Пырыгун булдыр хизеплетеле гуравжизем. Кыжалхи тағыруы хушинже, Канаш районинже преступление зен шуча щитче дулыде вище вуннымыш процент чакре. Икшер улды преступление рен шер тағыр вун бір преступление даран. Шав шутра уйрымах евр преступление зем саккардан вище даран, евр преступление зем вадыр вище рен ширемултты даран чакреш. Пельдерхи шул пирен районда шиннавелерни виже преступление булны булзан, кыжалхи шул унбек преступление зем перре. Шавын бекех шинна евр гынезептерних ишин вильне деслехсем, кыжалхи шул пирен районда булман, пельдер вара унбек преступление зем пуре вище булны. Анжақта шемьере ела ергере булны преступление зен шуча, тохорду лыдет ватты вуннымыш процент үсіре. Вадарик керен вадарбилік преступление даран. Шемьере шабышны жын, хенене жын, пуре щитмел виже жын, профилактика учёдин жедраща. Нумай жухне шак шемьере преступление зем дейінде бірін, шыбах үзірле булашы. Тоғыру их пайлзен, үзірле дуны преступление зен шуча, вун бір дулыде икке вуннымыш процент чакры булинде, тоғыр вун загыр преступление рен, загыр вун жиже преступление даран, анжақта візен шая пирен районда пызык юлатха. Чываш республики бейлзен, үзірле дуны преступление зен шая, вадырдватта дулыде пиллік вуннымыш бет анлажать. Канаш районинже үзірле дуны преступление зен шая, аллы пиллік тулыде тватта вуннымыш бет анлажать. Час-чаза хазыр хаттарат пыр булинде, пирен районда хойзен хужалық езенжен ирех сутны теслехсем пурға. Паянхи гунаилзен пуре Уголовный кодексын икшер вадырзак кырмыш статьебе, хойзен хужалық езенжен ирех сутны жен, сагыр уголовный еш пужарна. Вун загыр жылдылдарман жамрыксем жинжен галас пулзан, кыжалхи тоғыруы хушинже, візен хушинже твада преступление булна. Пәлдерхи жылда вун загыр жылдылдарман жамрыксем бірін шавын бегех твада преступление дуна. Варланы бежихынна. Уголовный кодексын шыралызак кырмыш статьебе. Візенжен игі преступление шахазан ял поселение инже булна, парер преступление асхва тада ухман ял поселение изенже. Паянхи гуна эльзен полиция уйрымынже ширым загыр вун загыр жылдылдарман жамрак, тада вадариге жергезір жем еучу традырашы. Сентябрін шеремиккемі жынжен, октябрін шеремиккемі числечен, Канаш районенже полиция дада ажазем акции бұрайд. Шавын бегех октябрін пиллікмі жынжен, ноябрін пиллікмі числечен, право ергене анландар забара себе уехала ердеть. Шак мероприятие зен теллеве, шамраксене жанаш удымты васран тытса чараси. Шавынбада паянхи гунаилзен полиция сотруднигізем, Канаш район администрациян жешлігензем, прокуратура эшченезем, пурде шкула дұқса ажазем бетел булузем ертереші. Шагынбек мероприятие бірін, октябрин тохормыжынже Канаш район администрациян жейіртірі. Тепленрех күнжінжен пирін сюжетра. Канаш район администрация акзаринче паян шамрыксине улдавлы жылба утма парасмар деген ишчензем бухынна. Шулдыл дарман шамрыксенбе сыдыры жухымне лексен яваплыха тытмалы жинчен сымахлана. Кала жыва шагынбе калазанда йоныш пульме мэнжен десен тельбулы ыйду хурав мелебе теслихсенбе ширплеце иртре. Пагун шакна ишчензем, школ ишченезем, психолог семдем. Профилактика ыйды везне тебе урза сымах пучларыш. Нами принимаются определенные меры по надзору за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе координационного характера. Вместе с тем, в этом году, несмотря на принимаемые нами меры совместно с остальными субъектами профилактики, нам не удалось сдержать роста подростковой преступности как на территории города, так и района. За 9 месяцев, прежде всего, конечно, на территории города Канаша произошел рост такой преступности, вдумайтесь, на 254%. На территории Канашского района совершено 4 преступления, как и за аналогичный период прошлого года. В то же время за весь 2017 год на территории как города, так и района было совершено всего 24 преступления. Для сравнения вам приведу. То есть всего несовершеннолетними было совершено 43 преступления, а это 80 тысяч населения. Возьмите город Чебоксары, 500 тысяч населения. Было совершено 119 преступлений всего. Да? Посмотрите, какая плотность совершения преступлений у нас в городе и в районе. То есть почти половину преступлений от города Чебоксары совершили подростки на территории города Канаша и Канашского района. По категориям преступлений. Это одно преступление, умышленное причинение. Я статьи называть не буду, чтобы вам было проще воспринимать. Это умышленное причинение легкого вреда здоровью. Одно изнасилование, в прошлом году этого не было. 16 краж, 3 грабежа,
6 неправомерных завладений автомототранспортных средств. В том году их не было вообще. И что самое страшное, и что особую заботу и тревогу вызывает, это 16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Указанные преступления совершены, как я уже сказал, 24 подростками за аналогичный период, 17. И еще раз обратите внимание, в состоянии алкогольного опьянения совершено 5 преступлений. В том году было 2. В группе совершено 30 преступлений. В том году было всего 6. В том числе в смешанной группе, то есть с участием взрослых, 12. В том году было всего 3. Перейду к административным правонарушениям. За 9 месяцев 2018 года 44 несовершеннолетними совершены административные правонарушения. Из них появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 10, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 4, мелкое хулиганство 5, мелкое хищение 7, нарушение установленных федеральным законом запретов курения и табака на отдельных территориях 9. К административной ответственности привлечено 265 родителей. Поэтому еще раз вас призываю, прежде чем вставать на этот путь, внимательно подумайте, это ваша жизнь, это ваша ответственность. Себя берегите, берегите своих родителей, своих близких. Здоровья вам. Паян залда пухны Шамрыксем терлерень солдава була. Закону минче тагын загурна. Вазенчень хажесем кешин классенче веренещи был засын тепрезем школ бедерме хадерленне. Ща вахта янышны булзан яваплыха тытмалыне пелещем. Какие преступления чаще всего у нас совершают несовершеннолетние? Это у нас кража. По Уголовному кодексу 158 статья. Зачастую эти кражи связаны у нас с сотовыми телефонами, деньгами и также черным и цветным металлом. Ребята, если вещь не ваша, она значит чья-то. Если ее без спроса берут, это уже хищение, кража. За это придется отвечать. Поэтому прежде чем что-то совершить противоправное, надо хорошо подумать. Не повлечет ли это потом последствия. Также подростков я хочу предупредить, что кроме как кражи, у нас есть такие преступления, как грабежи, это 161 статья, это открытое хищение чужого имущества, вымогательство, когда ребята, которые постарше, посильнее, вымогают деньги у тех, кто послабже и помладше. 10 рублей, 100 рублей, 1000 рублей. Тут уже сумма роли такой не играет. За вымогательство привлекают к уголовной ответственности и зачастую направляют уже в воспитательные колонии. Когда условный срок подросток получает, то идут определенные ограничения. Например, вот с 10 вечера до 6 утра нельзя появляться на улице. Обязательно продолжить учебу в учебном заведении. Если что-то подросток нарушает, то ставится вопрос о назначении реального лишения свободы. Вот в данном случае 2 несовершеннолетних у нас уже отбывают наказание в воспитательных колониях. Административная ответственность у нас наступает с 16-летнего возраста. А до 16 лет, если подросток совершает административные правонарушения, за него несут ответственность кто? Правильно, родители несут ответственность. Самые близкие статьи, по которым совершаются административные правонарушения несовершеннолетними, это статья 20.21 Кодекса об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в пьяном виде». Тут штрафная санкция от 500 рублей и дальше. Но когда 16-летний подросток совершает административное правонарушение по данной статье, протокол составляется на него и направляется в комиссию по делам несовершеннолетних на рассмотрение. А если подросток совершает которому данное административное правонарушение, которому 12, 11 или 13 лет, но нет 16 лет, то составляется административный протокол на мать или отца подростка по статье 20.22 за допущение своего несовершеннолетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Протокол также рассматривается у нас комиссией по делам несовершеннолетних.
Щеденегин Чамрык семшин паллах кучу менче щулг дартса быраган тыслихсем пулмалла. Сынаву чөчінче дыраган шимгезенче аша амыжы шактевиче кирлебек пурнышлаймаща. Шавын башакна шкала жезембе воспитатель зембе тренерзем ытларах ишлеш. Канаш районенче кашни школ чумынчех церле спорт секции земишлеш. Район администрации пушлыхе Владимир Степанов та сывы пурныш ергене пығынны. Терес шулжине тома пулышныне азыргаря. Хайде спорда камылланы не пілдерджі. Когда ваше внутреннее богатство внутри, вы кому-то что-то доказали, вот это чувство, оно за деньги не покупается. Если вовремя кто-то это оценит, встанет на истинный путь и появится гордость за себя, за свою семью, за свою родину, за Канашский район, это будет здорово. Мы вас ждем, вы наше будущее и вас надеемся. Сакуна хиришлееш тавасы Шамрыксен бушинче шуллахи тапхырда юсни баларать. Кано тапхырынче Шамрыксен вахыт нумай. Шак вахыда узыллы иртерме вырынды эшпетевиштергень уйрам пулш садрать. Несовершеннолетними гражданами при трудоустройстве предоставляются следующие документы. Это паспорт, идентификационный номер налогоплательщика, страховое пенсионное свидетельство, трудовая книжка, если имеется, сберкнижка или выписка из карты. Не достигшим 16-летнего возраста обязательно нужно получить согласие с органов опеки и попечительства. Также пройти медосмотр, получить медсправку о состоянии здоровья. И при трудоустройстве работодатель должен обязательно заключить с вами срочный трудовой договор, на основании которого прописывается ваша должность, ваши трудовые функции, обязанности, указывается продолжительность рабочего времени, а также заработная плата. Выносится работодателем приказ о приеме на работу и фиксируется запись в трудовой книжке. При участии в мероприятиях работодатель выплачивает вам заработную плату, которая не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, на сегодняшний день составляющей 11 163 рубля. Центр занятости выплачивает вам материальную поддержку в размере 1275 рублей в месяц. Паянхитель булра тебір чынлыға да шудатса паматарышына. Тебір жүхне икеленелі жамрыға суя шулжіне юлдаш земдарадач. Наталья Витальевна, психолог, шакна сынарлаца анландаржы хуравне тебілдерджі. Возможно, они одноклассники, ходят в один класс. Но вот смотрите, какая у них разница. В чем разница, ребят? Цвет. А цвет это у нас что может быть? Характер, конечно. Наши мысли, допустим, да, наше поведение. Вот этот Данил, вот он такой зелененький, да, он не имеет твердых жизненных принципов, вот он такой зеленый, не сформировавшийся, мы президиуму тоже покажем. Вот он такой вот, какой-то колеблющийся, все так делают, и он так делать будет. То есть он вот какой-то вот такой представитель негативной толпы. И вот Андрей, он какой? Да, вот вероятнее всего он имеет свои жизненные принципы. Нельзя сказать, что этот плохой мальчик. Они оба два хороших мальчика, они, возможно, растут в одних одинаковых условиях. У них тоже есть мама и папа, одинаковый достаток. И они вот учатся в одном классе. Но вот у Андрея есть свои жизненные принципы. Вот он такой незамутненный, вот он белый, да, у него какой-то свой стержень есть вообще вот внутри, в характере, в своем. Вот они подошли к Данилу и говорят: слушай, Данил, давай сегодня покурим. Ну вот перемена. Что делаешь? Ну пойдем покурим. Вот они свое негативное. Раз. Что происходит с Данилом? Он темнеет. Он под действием толпы что делает? Ломается. То есть он такого же почти цвета с ними становится, с такими же мыслями, как и он. То есть как они. Вот толпа, да? Что значит он может сделать? Он пойдет и покурит. Ну а что все так делают? Ну перемена же, ну скучно. Ну конечно, что все пошли. Тем более тут авторитет есть, Витек, например, да? Вот он предложил, а что же я не пойду? Что он про меня потом скажет? Вот он пошел и покурил. Да? Соответственно, дальше больше. Та же самая толпа. Ну, давайте, к примеру, он будет заниматься, допустим, в секции, да? Та же самая толпа, но те же самые одноклассники, да, вот подходят и говорят: что, Андрюх, сегодня вечером делаешь? Пошли в жару, там сегодня девчонки, там такая тусовка, ты еще такого не пробовал, Витек угощает. Что происходит с Андреем? Андрей говорит:
Слушайте, ребята, у меня свои мозги, своя голова на плечах. Я спортом занимаюсь, и я не хочу быть уродом в 30 лет. Уродом в кавычках. Просто я к тому, что я не хочу свое здоровье разбазаривать вот так. И не буду я курить, и не буду я колоться, и не буду я пить. Потому что мне мое здоровье сегодня дороже. И я хочу быть здоровым и родить здоровых потом впоследствии детей. Толпа опять говорит, да ты чё? Ты чё какой-то не такой? Ну давай уже пойдем, ну что ты? Все так делают. И опять ему Андрей говорит, вот им говорит, да не буду я как все, потому что у меня есть свой стержень в жизни, у меня есть свои планы на будущее. И я хочу быть здоровым. Шулдыл дарман ажасымбе школ жайынчеде тажы шлещем. Ядарлы урок 7 пілю бараган тельбулузем. Зачастую несовершеннолетними совершаются преступления, явные, очевидные, которых можно было бы вовремя предупредить. Так, в производстве Канашского следственного отдела в этом году ходилось уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя одной из деревень Канашского района. 15-летний несовершеннолетний, воспользовавшись тем, что хозяин домохозяйства разрешил ему зайти к нему в домохозяйство и собрать фрукты. Также он воспользовался тем, что у нас хозяин домохозяйства был в пожилом возрасте, ему было более 90 лет. Он проник в жилой дом, где осуществил хищение денежных средств в размере 1300 рублей. Можно сказать, что сумма маленькая, небольшая сумма. Однако в данных деяниях присутствует такой квалифицирующий признак преступления, как с незаконным проникновением в жилище. В данном случае уже уголовная ответственность наступает вне зависимости от размера украденных денежных средств либо ценностей. То есть фактически за такой, можно сказать, если с точки зрения несовершеннолетнего, мелочный, несущественный поступок, как при проникновением в жилище уже является особо тяжким преступлением, так как срок уголовного наказания по пункту А части 3 158 составляет до 6 лет. Фактически у нас молодой человек получит на всю свою жизнь такой след в своей биографии. Паянхитель булыва худшынза ажасиям, унзырбышне ашам жиде, калачу пызык видим кюнине балыртреш. Шалдыш сеньфая пыльдереть Каларм Вали, Ирина Константинова, Елена Блатцева. Паянхитель булыба узыгур заманын Канаш район администрацияне тавзымахи галас келет. Шагынба пирентель булу вишленже, тепредель булы чень.